Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И в сегодняшнем видео не будет обзоров и распаковок, а будет мой неформальный и неофициальный репортаж с самого сердца варганной и хомусной культуры города Якутска, где ваш покорный слуга участвовал в конкурсе «Хомусист-виртуоз мира». Все видеоматериалы, которые я успел благополучно отснять на телефон, я представляю вашему вниманию. Здесь будет много чего интересного, особенно если вы любите варган, горловое пение и разную этническую и экзотическую музыку. Поэтому ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал и смотрите ролик до самого конца. Будет много интересного. Итак, поехали. 5 часов утра. Я с уважаемыми артистами жду, когда нас встретят. По виду все русские города одинаковые, но со своим колоритом. Вот, например, каменные кони. Офигительно. С вами Варган 74 и Максим Тамонов. Первый день мероприятия меня и других конкурсантов повезли в музей хомуса народов мира.
Этот музей поистине уникальное место, которое должен посетить каждый уважающий себя варганист, поскольку здесь собраны уникальные экспонаты, редкие варганы со всех уголков мира. Если бы я заснял всю экспозицию и подробно рассказал о каждом хамусе, то для этого потребовался бы отдельный ролик продолжительностью несколько часов. В данном ролике я покажу лишь малую часть того, что есть в этом замечательном музее. Если вы хотите более подробно изучить экспозицию, советую вам посетить сайт этого музея, либо не полениться и прилететь в Якутию и посмотреть на хамусы лично. Среди экспонатов музея больше всего внимания я уделил именно европейским варганам. Это австрийским, немецким и также американским. В нашей стране распространен стереотип о варгане исключительно тюркских народов. Но мало кто знает, что в Европе также существует богатая варганная культура, отдельное варганное сообщество и мастера-изготовители этого инструмента. Также меня привлек стенд с варганами из растительных материалов тростника и бамбука. Такие варганы бытуют, например, в Папуа-Новой Гвинее. Вполне возможно, что именно так выглядел самый первый варган, изготовленный еще первобытным человеком во времена, когда люди еще не умели обрабатывать железо. Приветствую на нашей якутской земле. Мы все очень ждали этого события, долгожданного конкурса. Хочу поблагодарить за то, что вы приехали участвовать. Наше правительство поблагодарить, что вы нашли средства для проведения вот этого значимого мероприятия и поддержку нашей музыки и, конечно, организаторов тех. Это очень большой праздник для всех нас. И я считаю, что хамусисты без хамуса не играют, а хамусы делают кузнецы, мастера. И я хочу вас в этот момент вспомнить имя одного из них, самого уважаемого мастера Германа Бурцева. Кармен. К сожалению, он недавно ушел от нас. Но мы все хотим, чтобы его имя помнили навсегда. И я вам хочу подарить музею его хамус. Но эта история
в 2013 году было 100 лет, как родился именитый кузнец Амуньке. И в этот год музей Хамуса организовал встречу мастеров Хамуса на родине Амуньке, на родине, где я родился, тоже в селе Табага. И Герман, оказывается, там сделал специально вот этот Хамус. Тут есть надпись Семен Иннокентьевич Гоголев сегодня 100 лет со дня рождения Амуньке. И ему как-то он не смог учить в то время, по-моему. Он такой скромный человек, ходил, и это не смог никому передать, по-моему. Хотел, наверное, в Табаге передать, или, может, в музей передать, но не смог, и он вручил этот Хамус мне. Я говорю, сколько стоит, а он махнул рукой и отдал. И я думаю, что этот Хамус я должен передать нашему музею, чтобы вот этот Хамус, сделанный специально столетию кузнеца, мастера, очень хорошим человеком, нашим другом Германом Буксовым Каременом в нашем музее. Ну, звук такой. Конкурс «Хамусист-виртуоз мира» – это поистине уникальное событие для всех любителей не только хамусной музыки, но и народной музыки в целом, поскольку на это грандиозное событие приехали настоящие мастера своего дела, народные артисты из различных республик. Это Тыва, Монголия, Алтай, Башкортостан и других уголков земного шара. Официальную часть конкурса с выступлениями артистов вы можете посмотреть на официальном канале конкурса, ссылки на которые я прикреплю в этом видео. Я же предлагаю вам посмотреть неофициальную часть. Все, что ваш покорный слуга умудрился заснять в перерывах между выступлениями. Я считаю, что настоящий народный артист остается артистом и за пределами сцены. Более того, в неформальной обстановке, когда нет камер, нет волнения, и человек играет и поет естественно, то его талант раскрывается самым наилучшим образом. Вашему вниманию я предоставляю несколько записей выступлений настоящих виртуозов, сделанных мной на мобильный телефон в неформальной обстановке. Советую вам досмотреть этот ролик до конца, поскольку впереди вас ждет много интересного, особенно если вы любите хамус, любите горловое пение и живые выступления в частности. Желаю вам приятного просмотра. С вами был Варган74, меня зовут Максим Тамонов. Палец вверх под видео, подписка на канал. До новых встреч!
Попробуй. Надо твой. Ну ладно. Он уже видавший виды просто. Русский мастер, который учил свою якутов, и единственный русский мастер, которого якуты признали за своего. А? Да, бери. Да, да.
Спасибо большое за теплый прием. Низкий вам поклон. И всем удачи, кто выступает завтра. Jai Varaka.
Называется она «Горема», как хороводная песня. Ну, хороводная песня под низкий ваган, поэтому это будет много секунд. Будет классно, давай. Да. Сейчас настроимся. Мы совсем но веселый. Но она нам нравится. Ну, не как веселый, ну, только веселый, а по поводу так же. Мы ее причем покосная песня, то есть, которую пели во время кошерия. Причем перед поездкой в Якутию мы уехали за участок после лесу и репетировали эту покосную песню, а в перерывах я косил. Правда, с белым. Лучше понимать. Да. То есть, вникнуть традицию.
Мне кажется, один раз даже вот в этой своей концертной одежде, то есть она пропиталась этим традицией, я чего и выступаю. И сейчас мы ее создаем. Они прям проникся. Yeah.
Хорошо. Хорошо. Браво.